Вопрос, который буквально у всех сейчас на устах, о вашем вызове исполняющему обязанности главы Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Вы уже получили какой-то ответ на свое предложение чеченскому лидеру участвовать в теледебатах? Во-первых, это не вызов исполняющему обязанности главы Чеченской Республики, а вызов человеку, который возглавляет список «Единой России» по Чеченской Республике. Ну, и в этом отношении мы с ним, так сказать, теоретически на равных, потому что мое имя стоит первым в списке по Чеченской Республике от партии «Яблоко». И вот в этом качестве я его и вызываю на дебаты. Чечня нам не чужая. В Чечне мы работали с 90-х годов со всеми потоками оттуда беженцев. Сначала это было русскоязычное население в основном. Потом это были уже все, когда началась Первая Чеченская война, и людей стали бомбить. И потом многие годы, сначала мы работали с людьми, которые приезжали сюда, потом мы стали выезжать в лагеря в Ингушетию в основном и в Центр временного размещения по России. Потом стали, вот уже в 2001 году, стали работать непосредственно в Чечне, где у нас появились сотрудники, где было 4 приемных, в которых работала моя программа мемориала, сеть миграции и права. Мы работали и с теми, кто переехал, потерял свое жилье и переехал в другие регионы, и просто с жителями, потому что им нужна была помощь. У нас появилось там очень много друзей, появились очень теплые отношения с большой частью населения. Ну, это вполне понятно, потому что людям было некуда обратиться. Люди приезжали сюда и здесь не регистрировали. И огромное количество фальсифицированных уголовных дел против чеченцев. Не была поставлена медицина. Не было, правовая система совершенно была разрушена, не было судов. Но кроме этого мы помогали восстановить там и медицину, потому что 5 лет у нас был большой проект, это уже Комитета гражданское содействие, помощи и внутриперемещенным лицам, которые находились в Ингушетии, здесь, в Москве и в Чечне. 5 лет это был большой проект, когда людей лечили, оплачивали им лечение в других регионах, оплачивали всякие исследования, которые не делались бесплатно, помогали медикаментами. К сожалению, когда было объявлено, что в Чечне мир и благодать, все уже в порядке, туда идут большие бюджетные деньги, этот проект больше не стала финансировать Европейская комиссия, которая этим занималась. Она нам помогала. Ну, еще я могу сказать об одном очень мной любимом проекте. Это проект издания книг трехтомника «Сказок народов мира» на чеченском языке. Но я бы сказала, что это был подвиг, между прочим, чеченских писателей-переводчиков. Тамара Чагаева, такая писатель чеченский, она собрала группу переводчиков, еще когда не было ни копейки, они начали переводить сказки народов мира. Это вообще культурное явление, потому что такие переводы развивают язык. Но я скажу такую мелочь только, которая всем будет понятна, что на чеченском языке не было слова «золушка». Вот оно появилось. То есть это, конечно, способствовало развитию чеченского языка и, опять же, интегрированию чеченской культуры в общемировую культуру. Был очень интересный эпизод, когда мы везли эти книги. Мы получили их в Ингушетии, и у нас не было разрешения на ввоз их. В 2005 году это полагалось в Чеченскую Республику. Нас остановил наш солдат российский и сказал: ну как я могу пустить? Я вообще не знаю, что там написано. Может быть, там рассказывается о том, как взрывы делать, да? И тогда я открыла книжку и стала ему показывать картинки. Он очень быстро включился в эту игру. Ну, молодой парень. И вот я открывала картинку и спрашивала: это что? Голый король. А это что? Кот в сапогах. И после этого нас пустили. У нас был замечательный проект «Помощь школам горных районов», куда помощь не доходила. Без бюджета шли бы огромные деньги. Строились всякие там Аргун-Сити и высотные здания в проспект Путина в Грозном, но в горные села не доходила помощь. И школы стояли разрушенные, и мы там, значит, сначала наша сотрудница вот Лена Бортина проехала по всем школам, 20 школам, и спросила, кому что нужно. И сделали разные вещи. Где-то построили мостик, где-то отремонтировали спортзал, где-то еще что-то, то, что просили сделать, где-то крышу починили. А потом мы проехались по всем этим школам с праздником. Мы им дарили библиотеки, наглядные пособия.
И, значит, наши волонтеры поставили спектакль. Спектакль назывался «Снежная королева». И такие две очень милые, изящные девочки танцевали. Такой был вот смешанный музыкально-танцевальный. И вот такая очень красивая и тонкая девочка изображала Герту, вот, а ее собственная мама шла над ней, как снежная королева, с таким вот опахалом белым. И девочка все, значит, увидала, и, наконец, легла, и та ее, значит, закрыла этим покрывалом белым. И вот, кроме школьников, это еще смотрели бойцы, которые, может быть, раньше бегали по горам с автоматами, а сейчас стали кадыровскими бойцами. И один из них, крепкий, малый, с автоматом в камуфляже, смотрел такими глазами. Он первый раз видел вообще спектакль, он первый раз видел театр. И когда вот эта Герта легла, ее закрыли покрывалом, он тяжело, глубоко вздохнул и что-то сказал по-чеченски. И я спросила нашего сотрудника там, Шамиль, что он сказал? И Шамиль сказал: бедная, она замерзла. Вот эти два, понимаете, вот эти два парня, чеченский и русский, это же дети. Невозможно заставлять их воевать, невозможно делать из них убийц, невозможно делать из них жестоких людей. На самом деле, по натуре они все склонны и читать сказки, и смотреть спектакли такие, и всему этому сочувствовать и переживать. Кажется, вас слышат тысячи людей как в Чечне, так и в остальной России, но не слышит только один человек, это, собственно, Рамзан Кадыров, назначивший себя и исполнительной, и законодательной, и, что самое опасное, судебной властью. Есть ли смысл стучаться в глухую стену? Исполнительная власть должна понимать, что она третья в разряде власти. Первая – это законодательная власть, которая у нас сейчас абсолютно подчиняется исполнительной. И вторая – это судебная власть. И никто не имеет права жюри присяжных делать выволочку за то, что они якобы кого-то отпустили. А мы знаем, что вот в феврале был суд, когда отпустили, то есть признали невиновными 2 человек, и в этот же вечер Рамзан Кадыров приказал их задержать. Один из них, слава богу, скрылся и не вернулся, а второго, беспрецедентно для чеченцев, семья велела вернуть. А почему семья велела вернуть? Почему женщина, которая пожаловалась Рамзану Кадырову за то, что у них берут авансом коммунальные платежи, потом извинялась не только перед Кадыровым, опять же на телевидении, там Чечня – это открытое место в этом смысле. Там все это идет по телевидению, потому что глава Чеченской Республики, исполняющий обязанности, когда он исполнял эти обязанности, он считает, что это норма, что он может вот таким вот образом заставлять людей делать то, что ему нравится. Он вообще не понимает, этот юрист, что такое разделение властей. Почему эта женщина просит прощения у него и у своих родственников? Почему родственники выдают человека? Потому что в Чечне коллективная вина, коллективная ответственность и коллективное наказание. Вы знаете, что там взрывают дома. И опять же, Рамзан Кадыров убежден, что это правильно и так надо, что родственники отвечают за своих близких. Он собирает родителей и говорит: возвращайте своих сыновей из леса. Но это говорит не только он, это говорят и его соседи. Возвращайте. Но что говорят там? Что говорили в адаптационной комиссии Дагестана? Что говорят в Ингушетии? Говорят, они пройдут комиссию, они пройдут амнистию, после этого мы им дадим работу, но не связанную с оружием, и они будут жить нормальной жизнью. А что говорит Рамзан? Рамзан Кадыров говорит: приводите своих детей, мы их расстреляем без суда. И в его представлении это норма. Так не может жить цивилизованный мир. Это совершенно невозможно. Этот юрист говорит: наши ребята их поймали, а те, это вот жюри присяжных, их отпустили. Кто они такие? Там 9 женщин. Ужасно, правда? 9 женщин. А женщины – это же собственность. Это тоже слова Кадырова. Женщина – собственность, мужчина – собственник. И что такое 19-я статья Конституции Российской Федерации о равенстве? Он, видимо, не знает, этот юрист. И кто это такие? У них даже нет юридического образования, говорит он. То есть этот человек с юридическим образованием не знает, что присяжные не могут быть людьми
с юридическим образованием, потому что возможно, что они будут рассуждать, исходя из их представления о законе, а не из факта. Задача присяжных – просто обычных людей сказать, верят они тому, что доказана вина, или не верят. Вот и все. Для этого никакого юридического образования не нужно, и оно даже мешает. А все, что дальше, после того, как вердикт присяжных вынесен, если это обвинительный вердикт, если они сказали «виновен», то все, что касается права, решает судья. Вы в самом начале разговора упомянули друзей в Чечне, личных друзей, друзей вашей организации, друзей партии «Яблоко». Но как Рамзан Кадыров реагирует на такую несанкционированную дружбу? Реагирует плохо. Не говоря о том, что у нас была убита Наташа Истемирова. Это наш сотрудник, ведущий сотрудник. И человек, который говорит, что он все контролирует, он не контролирует то, что происходит там. Дальше наш сотрудник, который выступает свидетелем по этому делу, потому что он видел, как, видимо, кто-то следил за Наташей, он вынужден уехать. Потому что я сейчас небольшую тайну, я думаю, раскрою, когда скажу, что следователь, который ведет это дело, говорит этому свидетелю: я, конечно, могу дать вам охрану, но не исключено, что эта охрана и отправит вас на тот свет. И человек уезжает из страны. Вот эта вот атмосфера, которая создана там, в Чечне. Кадыров говорит о наших сотрудниках. Я знаю эту женщину, этого мужчину, я не буду называть имена. И вот от них идут всякие неприятности. И, конечно, он все время твердит, что это ложь. И если бы он сейчас меня послушал, он бы тоже сказал, что это ложь. Но, к сожалению, к моему великому сожалению, это не ложь. И наши сотрудники находятся там в опасности. Когда вы говорите о друзьях в Чечне, вы наверняка отдаете себе отчет в том, что отчасти ставите этих людей под удар. Но ведь это их выбор. Ведь это их Чечня. Ведь это Чечня не Рамзана Кадырова. Они бы все могли уехать. Неоднократно мы предлагали им тоже уехать. И из Чечни, и из России. Но они этого не хотят. Они не хотят оставлять эту Чечню Кадырову и его окружению, где есть тайные тюрьмы, где людей пытают, где человек не может открыть рот без того, чтобы потом не идти извиняться, где в присутствии Кадырова избивают людей. Не значит ли это, что Рамзан Кадыров не примет ваше предложение участвовать в дебатах, но не только потому, что все, что сейчас звучит из ваших уст, он боится услышать от вас, но и потому, что все это прозвучит на федеральных телеканалах во всеуслышание? Он вне опасности, потому что у нас с ним разные жанры выступлений. Да? Потому что когда мы с ним уже встречались в 2008 году, то он кричал, шумел, обращался к публике, то есть вел себя так, что дискуссии не получалось. Он просто всякую дискуссию способен сорвать. И тут, конечно, совершенно очевидно, что дело не в Рамзане Кадырове. Что Рамзан Кадыров хорошо держится за ту руку, которую он однажды взял. Мы все это видели, когда он из больницы в тренировочном костюме примчался к Путину. И это тоже, вот это показали по центральным каналам. Он держал его за руку, испуганный после покушения. И понятно, что его поддерживают здесь, в Москве. Вы имеете возможность вести агитацию внутри Чечни, или я чего-то не знаю? Нет. Внутри Чечни я могу вести агитацию, только находясь вне ее территории. На территорию Чечни я поехать не могу и не хочу. Не потому, что я боюсь, а потому, что я понимаю, что если я приду и где-то буду проводить встречу с избирателями, то, во-первых, мои друзья придут, потому что действительно гордый народ, не склонный проявлять страх, даже если он есть. И я не знаю, что с ним будет потом. А кроме того, я очень себе представляю, что найдется вот эта клака, которая явится тоже с зеленкой, с пирожными, с яйцами, с чем угодно. И если на меня нападут, то, конечно, мои друзья будут меня защищать. И я не хочу, чтобы была какой-то конфликт или какая-то драка или что-то подобное этому. Клаку вы можете обнаружить в любом российском городе. Да, конечно. Но там последствия для моих друзей более серьезные могут быть, чем здесь.